дома, и я надеюсь, что у нас сегодня пройдет, конечно же, алейкум салам, более позитивный, хотя мы пытаемся делать каждый раз позитивные эфиры, и тут, как говорится, получится. Ждем, надеемся, что сегодня у нас будут прямой эфир, встречи, то есть, так сказать. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Бахка, цабахка, это уже личное дело каждого. А так мы надеемся на лучшее. Поэтому запрос даю так. И будем надеяться, что человек, который обещал, подтянется в эфир, дабы мы могли поговорить об интересном. А так пока можно задавать вопросы. Что у вас накопилось, о чем бы вы хотели поговорить. И чтобы мы могли сразу до этого ответить на вопросы. Ассалам алейкум, Далт Яхи, Беркати Юэл. Ва алейкум салам, Чечениш. Башлам, как сегодняшний, кем, я не знаю, но, по крайней мере, я позвал, посмотрим, придет ли он, не придет. Это уже другой вопрос. Башлам, номер карты напиши. Номер карты. Свободел. Постараюсь сейчас, подождите, надо взять, посмотреть, где он там находится. Это номер карты Свободела. Сейчас постараюсь. Так. 42 766 30 298 60 448. Номер для доната. Опубликовать. Прикрепить. Все. Надеюсь, сделал. Так. Вайгуала, что дальше? О чем будет идти речь сегодня? Ну, я надеюсь, что мы поговорим сегодня. Я, честно сказать, как всегда, свободная тематика. Вы можете начать, что вам интересно, о чем вы хотели бы поговорить. Главное, касаемо нашей общие проблемы, которые вас сегодня интересуют в первую очередь. Я могу подключиться и абсолютно в этом проблем не вижу. Для начала я хотел бы определить две темы, которые сегодня я считаю более актуальными и правильными. Во-первых, я хочу в первую очередь по прошлому эфиру сказать. С данным парнем, его, кажется, Гирихан звали, да? Если я не ошибаюсь. Гириханом был разговор, было общение, мы пообщались по-братски, и поэтому я знаю, заставлять я вас не могу, я хочу попросить, если у кого есть возможность, и он не был осведомлен, поэтому он попросил меня убрать видео, чтобы люди дальше не распространяли данное видео. Он в многих вещах был не осведомлен, поэтому данное видео я удалил. И попрошу то же самое, кто взял это видео, может удалить по своему желанию.
Вот, это первое, как бы начну вот с этого. Второе, сегодня, насколько мы знаем, 21 мая, день трагедии наших братьев, соседей, тех братьев, которые с самого начала и до самого конца, которые вели сопротивление, пытались, стояли под знаменами шейха Мансура. Я хочу немножко сегодня, пока я в прямом эфире, сказать теплые, добрые слова в адрес наших братьев адыгов, адыге, или по-другому. Ибраим, хаатия, нормально все. Ибраим, все нормально, хаатия. Хуяк ал и шас, эрдон. Братьев адыгов сегодня с траурной датой. Мы солидарны со всеми вашими ранами, со всеми вашими утратами, со всей той болью, которую полноценно ощутил на себе братский адыгский народ, черкесский народ. Там уже выбирайте, как каждый желает. Мы знаем, что такое утрата, мы знаем, что такое потери. Дело в том, что хоть и речь идет о Кавказской войне, мы это буквально недавно пережили, опять же, в двух последних войнах. Мы желаем, чтобы братский черкесский народ возрождался, чтобы больше он никогда в жизни не видел ни крови, чтобы ваши семьи, чтобы весь ваш народ со всего мира потихоньку вернулся на свои родные места, на свои родные земли, чтобы закон о репатриации действовал намного лучше, намного быстрее, чем вы этого ожидаете. Дай Аллах, чтобы братья адыги сохранили свою самобытность, чтобы у них все было хорошо. Мы желаем вам только самого лучшего. Вся боль и все страдания, которые есть у вас, оно есть и у нас. Знайте, что об этом Кавказ и достойные кавказцы, достойные братья никогда не забудут. Они всегда помнят об этом, помнили и знают об этом. Возможно, да, у меня сейчас не в аудитории не 10 тысяч, не 20 тысяч человек, однако от чистого сердца видео останется и останется навсегда. Я сегодня наблюдаю очень многих пабликах и сам опубликовал. В многих пабликах вижу сопереживание к достойным братьям, адыгам, черкесам. И поэтому дай Аллах, чтобы в дальнейшей жизни вы никогда не почувствовали ничего плохого, чтобы не было больше горя, несчастья на вашей черкесской земле, среди черкесского народа. Вот, дай Бог вам процветания, мира. А что касается что касается поддержки чеченского народа, мы прекрасно помним и добро то, которое оказали братья черкесы, начиная и сейчас современной новейшей истории, и то добро, которое было, мы знаем и о митингах, которые проходили и в Нальчике, и в Майкопе, где призывали, просили, мы ничего не забыли. И вот точно так же мы хотим со своей стороны выразить вам почтение, выразить вам уважение, наши братья черкесы, адыги. Желаем только, чтобы все у вас было хорошо. Всегда ваш край был мирным, красивым, таким, каким он есть, был и будет навсегда. Всю боль и все исторические периоды, всю вот эту кровь и все пережитое, которое пережито вами, утеряно огромное количество людей, разбросанные по всему миру, точно так же, как и наши мухаджиры, начиная с Иордании, по всему Ближнему Востоку. Я знаю, сегодня диаспоры огромные черкесские есть и в Австралии, и в Новой Зеландии даже.
по всему миру есть. Поэтому это большая утрата, это большая трагедия. Одно дело уехать определенное время и потом вернуться, а другое дело сегодня некуда возвращаться и не приняты определенные нормативные акты, по которым все черкесы или адыги могли бы вернуться обратно и воссоединиться. Но мы надеемся на лучшее, все в руках Всевышнего Аллаха. Мы надеемся, что все это еще впереди. День ото дня хуже быть не может. Будет все хорошо, иншаллах. Мы соболезнуем всем, кто погиб в Кавказской войне в эти трагические дни от наших братьев адыгов, черкесов, правильно сказать первое адыгов, потому что само название у них адыге, поэтому я говорю так, как они сами себя называют. Я считаю, что адыгский народ заслуживает, чтобы их называли так, как они сами себя называют. Другое дело, как мы называем со стороны. И правильно, и верно будет именно так, чтобы мы с честью, с уважением, точно так же, как наши предки называли их адыгами, мы должны их назвать адыгами, если их самоназвание таково. Поэтому, братья адыги, от чистого сердца желаю вам, чтобы мирное небо никогда не сходило с ваших республик, чтобы всегда все было хорошо. Поэтому я надеюсь на лучшее. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я надеюсь, вот этот кусок, где я высказываюсь, где я говорю, дойдет до сердца каждого черкеса, дойдет до сердца каждого адыга. Можно говорить очень много красивых слов, можно говорить много пафосных слов, можно говорить много о чем. Но вот реальность, реально, кто знает, что вы воины, кто знает, что у вас огромные потери, как и по землям, как и по народу, и по всему остальному, все не передать. Какие утраты вы несете и в языке своем. Ну, я думаю, мы прекрасно друг друга можем с полуслова понять. Искренне от всего сердца видит Всевышний Аллах, без всякого пафоса, без всякого лизоблюдства. От всей души я желаю вам свободолюбивым и справедливым, честным, достойным братьям. Желаю вам всегда быть, оставаться такими же хорошими, надежными братьями, чтобы в сложный момент мы всегда могли поддерживать друг друга, чтобы мы сегодня вели между собой дружеские, хорошие, братские отношения, чаще приглашали в гости, чаще говорили о нашей общей истории, о наших общих легендарных героях, о первом имаме Кавказа, шейх Мансуре. У нас очень красивая история, не только военная. Поэтому дай Бог вам всего хорошего. Вот с таких слов, как бы я бы хотел. Черто, и ламбек боксвек хакайхан в эфире, сюекца кайклоны. Если он сам запрос не направит, я не могу его пригласить. Хакайхан в эфире, вол алацвинг. Я хотел бы поговорить с этим. Я его просто зашедшим в эфир не увидел. Говорят, обсуждали очень много интересного. Я бы хотел бы с этим человеком поговорить, что этот человек, о чем там мы могли поговорить, чтобы, как говорится, алейкум салам. Ламбек алязина гхоқифоқ чуа вала нагахсан. Запрос аяйта, чего башлам. Всегда вы, чеченцы, нас поддерживаете. Спасибо твоему народу, башлам. Не за что. Осман, навряд ли я смогу. Завтра я должен выехать в Шарой. Я должен выехать завтра в горы. Иншаллах, если получится. Завтра у меня первая экспедиция в этом году в Шаройский район. Шадек дикда. Как говорится, если все, что мы рассчитываем, пройдет так, как должно пройти, я должен поехать в Шаройский район, если получится. В Шаройский или в Итум-Калинский, посмотрим, какие из этих двух районов, как говорится, карта ляжет.
Поэтому как можно, как нужно побольше. Так. Хокчуавалас, хакайкнери кайкам. Черту, хасуик запрос, хаяй, чуор, варите, заодно, может, ты меня ведешь курс дела? Я хотел бы узнать вкратце, у вас вчера был эфир, о чем вы говорили, может, он тогда подключится? Так, поступил первый донат за долгое время от нашего брата Османа. Осман, да, сейдуэл, да, савел, донат, да, духуахуэл. Да, буду снег эзершка соуда хил. Ва алейкум салам. Ты чё? Дал вызел. Так. Он вчера не помогали ингушам, Ингушетии помогали нам идти в свой поряд. И Мичау, Хавайта, герой, Мичау, что за герой в эфире? Запрос, телефон, телефон твой, директ, чуязе, вол арацинг, хавол арацинг эфире. Именно на эту страницу, хавол ара. Я бы хотел поговорить с этим человеком. Он, видать, хороший историк, великий историк. Я хотел бы поговорить с ним. Желающий любой может отправить запрос, пообщаться, задать вопросы. Здесь нету привилегированных каст. Прямые эфиры делаются для того, чтобы каждый человек мог зайти в прямой эфир, задать вопрос, который ему интересует. Главное не материться, главное не оскорблять. Мат, оскорбления неприемлемы в эфире. Поэтому, если кто-то хочет задать вопросы, обычно задают вопросы в директ. Еще раз я прошу, дорогие мои подписчики, все, кто находится Гургал Секирбашка, я сам его жду. Обещанный, не обещанный, не знаю, но я сам его жду. Сейчас Чарто пошел ему сказать, надеюсь, что он выйдет в эфир. Я хочу сказать, уважаемые мои подписчики, мои братья, сестры, я очень очередной раз хочу попросить. Каждый раз, когда приходит сообщение мне в директ, переслать ему на WhatsApp, переслать ему туда. Я вас прошу, все видео, которые вы хотите, увидите в сторисе или увидите на моей странице, на первой, на второй, разницы нету. Зайдите на мой телеграм-канал. Вот в шапке даже этого канала есть ссылка на мой телеграм-канал. В моем телеграм-канале есть все видео, даже которые не попали в Инстаграм. Зайдите туда, скачайте. Не просите отдельно, у меня времени нету, у меня возможности нету каждому вам отправлять. Вы обижаетесь, думаете, что там мне трудно, нет. Дело не в трудности, дело нет времени, и не всегда есть, конечно же, возможности, которые, как говорится, чтобы проводить, сидеть в эфирах или отправлять за видео. Я не могу просто ни с солоса выжрать. Я вас очень прошу, по мере возможности, я вам и так буду отправлять. Но зайдите в Телеграм, подпишитесь в Телеграм-канал. Там в любой момент, любое видео, которое есть на моем канале, вы можете скачать для себя. Тут я проблем, я хочу.
Вот. Я не всегда успеваю везде отправить всем запрос. Кто бы ни был, где бы ни был, я специально анонсирую, заранее говорю, что в это время будет эфир. Подключайтесь, говорите, дайте всем знать, что у нас будет эфир. Готовьтесь, если кто-то хочет спросить про вопросы, задать вопросы, разницы нету. Главное, чтобы было все в рамках закона, этикета нашего, чтобы, как говорится, не было лишних, как говорится, ненужных разговоров. Потому что здесь есть и взрослые, есть и мамы и так далее и тому подобное. Поэтому очень прошу, вы можете запрос отправить любой человек, любой национальности, вероисповедания может зайти и отправить запрос. Бяхмавилш. Вот. А так мы с радостью ответим всем на те вопросы. Сейчас, надеюсь, черту пошел и хотел позвать. Я надеюсь, этот знаток истории придет и расскажет нам, кто кому помогал, кто где воевал. Конечно же, если они воевали, и расскажет мне в подробностях о том, какова она история чеченского народа. Видать, все, кроме самих чеченцев, очень хорошо знают свою историю. Для меня это очень важно, конечно же, узнать, что же происходит на самом деле. Страница у нас открытая, доступ свободный. Я спокойно и всем разрешил, кто желает, может подписаться и прийти на эфир. Там мы уже пообщаемся. Так. Где этот мой брат-историк? Начало еще. Я очень жду людей, которые рассказывают и якобы их видение, их понимание о том, что наш народ, который такой многогранный, очень богатой историей, очень красивым языком. Уважаемые мои братья, муслим, что я могу рассказать? Какой Гургал? Гургалы, амазонки, шлимазонки, сказки. Я вас прошу, взрослые мы люди, мы должны основываться на аргументированных каких-то фактах, более или менее доказуемых, логических связанных. Какой человек без головы может воевать? Вы же сами прекрасно знаете, что это такая ересь просто-напросто. Это позор. Это позор, который, в принципе, его обсуждать-то и смысла нету. Поэтому, конечно, нету никакого там, как говорится, ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ничего, делай танцали. Кепка, может быть, не лысым, чтобы не отсвечивала лысина. Совсем кепки улыбаются тема. Ва алейкум салам. Может, Башлам Шамиль через трубу видел. Башлам, не отрицай, очевидно, еще Гургал Олханва. Не знаю. Привет, Зара. Я, честно сказать, не знаю, как живут люди без головы, и как они тем более воюют 3 дня, тем более, что там Шамиль, увидев это, сказал, что если бы я знал, с каким народом воюю, я бы не воевал, или там показывают пещеры, в которых якобы прятался Шамиль. Честно сказать, непонятно, каким-то странным образом даже 1000 человек с Шамилем как могли в этой пещере попрятаться. Это из ряда вон, конечно же, выходящее. Если бы сказали, что какой-то обрек прятался в пещерах,
там скрывался от власти. Я бы мог этого понять. Я бы мог. Но рассказывать какие-то сказки, небылицы о том, что там сидел человек, который в рассвете сил имеет свою армию, спрятался в какую-то пещеру. Легенды не только. Он только 4 часа жил после отсечения. Ну даже 4 часа он не может жить. Какой 4 часа? 14 минут не проживет без головы человек. Я не знаю, если на это нету Божьей воли, конечно, я имею в виду. А уж тем более отсеченная голова, которая без ничего, как она там с кем-то может воевать, убить еще 20 или 33 человека. Это из ряда вон. Я знаю, что есть такие любители, но это не история. Если вы любите смешные истории, детские истории, но тогда надо смотреть Ералаш или сказки. Наверное, только так. По-другому я никак не вижу. Мажухоев Махмуд из Аказова рассказывает историю Ингушетии. Макар. Да, я слышал эту историю. Абдуллах, не знаю, есть те, которые верят, видать. Он до Чугунного моста дошел без головы. Не знаю, Вежри, такую историю я не знаю. Вот зашла Зара, ты за нее спрашивал, братка. Всем доброй ночи. У Гургала было 2 головы. Ну, не знаю. Может, он вовсе был не Гургала, а был каким-нибудь драконом, не знаю. Конечно, ночью. Я же говорю, абсурдность всего этого вопроса смешного. Так, Саид Селим. Брат Саид Селим задонатил. Саид Селим дал Саэла донат. Сереждин слился. Не знаю. Антигон Башлам уже спрашивал, нет? Я не знаю. Ва алейкум салам, Хамзат, братан. Ну, да, давно не было меня в эфире. Но пока, по крайней мере, решаем некоторые вопросы, не останавливаемся. Завтра у нас должна быть первая экспедиция. Если здоровье, погода не подведет, начнем наше изучение нашей, как говорится, горной части нашей родины. Завтра и Тумкали, или Шарой. Посмотрим из 2 этих районов. По крайней мере, обещали транспорт. Обещали, как говорится, поддержать всем. Я собирался, давно думали, никак не мог на это дело экспедицию подготовить. Завтра вот наша небольшая экспедиция, если получится, должна выехать, так сказать, по работе. Работа – это наша история, это наш отчий дом. И надеюсь, что вам понравится. Если, конечно же, будем делать все так, как должно быть. Если все получится, иншаллах, я надеюсь на лучшее. А там получится, как получится. Дикник ходу, иншаллах. Поэтому подождите, месяц Рамадана я мог понять, что же месяц Рамадан закончился. Вам поактивнее нужно было быть, стажиматься активными. Вот, лайки ставят. Вот, огромное спасибо тем, кто лайкает, кому нравится эфир. Оказывается, это тоже имеет значение. Раньше я думал от этих лайков наоборот такие, что эфир вредит эфиру, оказывается, это проталкивает в тренд. Дэресхил селем, дэресхил вайдам лаха. Мы будем делать все, что возможно сделать и невозможно. Скоро будут новые бомбические хорошие материалы. Скоро будут новые хорошие видео. Время от времени мы будем делать так, чтобы многие из вас могли наслаждаться и контентом, который не обязательно будет чисто историческим. Я могу вам закидывать интересные научные факты. Я хотел немного про здоровье, про разные, вот вообще про
антропологию человека закидывать, валикум салам. Но, к сожалению, я побоялся, что многие начнут вызывать отвращение, потому что там и мозги, и сердце, и почки, разные заболевания. Я надеялся, если вам будет интересен этот контент, определенное время закидывать для того, чтобы вы могли знать о человеке больше. Ну, кроме истории, чтобы вы еще и самообразованием занимались. Само собой, изучение родного языка, антропология человека и история. Но, как говорится, я так понял, что не все так. Хотя про труфель очень хорошо зашло. Многие писали комментарии про труфель, я даже был немножко удивлен. Значит, есть интересные темы, которые касаются не только там, грубо говоря, какой-то политики или же там определенных сплетен. Люди еще интересуются важными вещами для человека. Мехкел ответил же этому Мугужеву. Что за Мугужев? Великий антрополог Пантюхов описал соседей. Возможно, описал. Это интересно. Вроде бы обещали, где этот Ламберт или как его, Ламбек, обещал прийти в эфир. Мужухоев Мухаммад. Так, тот Мужахов, или как его там, задел Сираждена вопрос, где по Кавказской войне жили ингуши. И тут Сережа начал вокруг да около ходить. Да, эту запись я слышал тоже. В этой ситуации, не знаю, вроде Сираждин говорит, что эта запись срезанная, якобы неполная. Но в этом, если вот эта запись не срезана, ничего не сделано, он, конечно, его поставил немножко в патовую ситуацию, потому что я так понял, из того, что я понял, он его попросился не вмешиваться в их внутренние дела, поскольку исторически это не относится к тем никакого, как говорится, никакого отношения не имеет к ним. Вот. Давайте, заходите, спрашивайте, что интересно, что хотели бы узнать. В директ просто засыпайте. Мужухоев прав, Султыгов не имел права говорить о землях чеченцев. Не знаю. Муслим потом Сережа сказал, что ингуши это не нация. Это конкретно задело его, исчез. В общем, такие дела. В общем, короче, эта тема, конечно, внутренняя тема. Алейкум салам. Это внутренняя тема, конечно, у нее всякого сомнения. Чечня 400 тысяч. Ингушханов, какую 400 тысяч? В Ингушетии не было никогда 400 тысяч, только здесь их общее количество. Башлам, ты за Сережу или Витьку? И Башлам за Башлама. Я не за Сережу и не за Витьку. Был у меня когда-то одноклассник, Витя звали его. Не знаю, как он сейчас, но это единственный Виталик, которого я знаю. Кажется, Шмаков его фамилия. Мухожев-то говорил правду. То, что это противоречит ингушской историке, это их проблема.
ел связь юк хайр малыш ишт. Не понял я. Что ты хотел сказать? На кого поставил бы Башлам? Я бы поставил на пассажир. Башлам, вы адачлец тем яиц ищу или ты не по этой теме. А даты были разные. Конечно же, имеется в виду адач, дело не проблема. Мы можем сделать эфир про адаты, да, хасеним. Мы подготовим и сделаем чисто эфир про адаты. Это касается нашей истории, это касается нашей Родины. Я думаю, что это будет интересно, особенно нашим братьям, сестрам, которые проживают за пределами нашего региона. Думаю, что это будет интересно. А там как, конечно же, получится. Но если Орство из стать народом, то им нужно оставить свои земли. Честно сказать, по внутренней ингушской тематике я не сильно даже знаю, какова там ситуация, что они хотят. И влазить в их внутренние дела я не сильно хочу. Они сами разберутся. Ведь что бы мы ни сказали, Башлам долго еще ждать. Муфой, но я не буду ждать, я уже провожу эфир. Вы можете дальше задавать вопросы. Если он зайдет, вы увидите его, как и я. Я с радостью, я же сказал, запросы отправлять может любой, может пока поговорить, спросить, задать вопрос, который его интересует. Это не столько от меня зависит. Я открыт. Делайте дуа лучше за братьев, сестер палестинцев, чем политику обсуждать. Лакский, во-первых, давай ты не будешь нас учить, что нам делать. Мы дуа и так делаем во время намаза. А вот этот разговор, делайте дуа и так далее за палестинцев. Мы и дуа делаем, и после каждого намаза просим Всевышнего Аллаха, поэтому это не та тема, которая нуждается в пиаре, понимаешь? Кто-то может просто пиарить, говорить, а кто-то может реально помогать, чем может. Башлам, почему ты боишься дискутировать с Бузустановым? Я зову его, пожалуйста. Пускай приходит ко мне в эфир, посмотрим, кто кого боится. Башлам, почему ингуши от мала до велика пишут ингуш с большой буквы, а чеченец с маленькой буквы? Как ты думаешь, в чем дело? Я думаю, что этот комплекс называется комплекс неполноценности. Кто бы так ни делал, это называется комплекс неполноценности или комплекс младшего брата, называется, по-разному каждый называет. Тот, кто закомплексованный, будет делать так. А так, в принципе, нужно записывать как есть. Если за главную букву, то с большой буквы. Если нет, ни чеченец, ни ингуш писать с большой буквы надобности в этом нет. Просто если ты хочешь прямо уж определить, там, подчеркнуть, что там с большой буквы пишешь, тогда нужно уважительно относиться. Разницы нету, чечен, ингуш, осетин, адык, кто бы это ни был. Надо относиться ко всем народам уважительно. Народу нужно относиться уважительно, но к людям, которые живут в чужих домах, воруют чужую историю, рассказывают небылицы, сказки, нарницы, к ним нужно относиться так, как они заслуживают. Но даже в этом случае нужно показывать и упрекать их только в том, что они не делают, насколько они себя показывают недостойно. Если вы не были на канале Бузуртанова, никогда не заходите туда, подсядете. Ну, плохо ли, хорошо? Хорошо ли? Что если бы на Кавказская война душе было бы 12 миллионов? Нет, конечно, полнейшая чушь. В Кавказской войне, к сожалению, я не могу сказать, что
были задействованы. Ну, наверное, ну, с нашей стороны точно не были. Там, если единицы, то были, а так задействованы в Кавказской войне как таковой, какие миллионы. К началу 1810 года, во время до подписания акта, в документах указано, что их обоих полов было 9 тысяч человек, и женщин, и мужчин. О каком миллионе может быть? Это начало 19 века. Это еще до того, когда имам Шамиль стал имамом Чечни и Дагестана. Поэтому маловероятно. Там более, считающийся большой, в 1833 году, во время, опять же, военная перепись, аварцев даже было всего-навсего 25 или 27 тысяч человек. Аварцев, чисто аварцев. Там, определенно кумыков. У меня есть эта статистика, можно ее зачитать, никаких проблем нет. Так вот, вместе ингушей и чеченцев на то время было 219 тысяч, кажется. Из них, они говорят, что где-то приблизительно 209 тысяч это чисто чеченцев, а остальные ингуши. То есть вместе с ингушами 219 тысяч. Не было таких огромных количеств населения, 1,5 миллиона, 2 миллиона. Вы должны понимать, что с такими огромными числами невозможно это сделать. Ауховцы было наиболее активное большое общество. В области Ауха жило намного больше даже, чем жило вот в то время в области, в Дарьярском ущелье, вот в этих землях. Намного больше. Ауха это была вот как узел такой, экономический узел, и это огромное количество населения проживало в то время между речи Терека и Сулака. Мы знаем, что был выход, прекрасно знаем по документам, что у чеченцев в то время был выход на Каспийское море, что ауховцы, те же акинцы, они проживали в этой области, занимали очень хорошие, так сказать, продажей, торговлей, очень сильно ремесла были развиты. Мы знаем, что непосредственно вот развитие даже про эти истанги, когда писали, вы видели, нет, не знаю, что это было очень сильно развито в Ауховском. Кузнечное дело было развито в Ауховском районе. Аух это была вот некая вот часть экономически развитой территории чеченского народа. В то время он еще входил в состав Нохчичуа, и во время имама Шамиля он входил. И только в 1921 году его присоединили к Дагестану. А до этого, всегда эта территория была непосредственно со своим народом, то есть с Чечней. Как мы знаем, государственной территориальной единицы у нас целой государственной территориальной единицы не было, но, в принципе, весь Аух и проживающие там в основном ауховцы, это были ногчи. В дальнейшем, уже после прихода Ермолова, когда они уже начали оттеснять, за Терека оттеснили, потом уже начали потихоньку подгонять к Сунже, дальше больше. Это вот политика, вот эта кордонная политика Ермолова, конечно, она не привела ни к чему хорошему, но мы потеряли огромные наделы земель, мы потеряли выход к Каспийскому морю. Неважно, что это там, для отдыха или и так далее и тому подобное. Именно выход к Каспийскому морю, потому что очень много рыбачили, что там было много хуторов. Вот это все как бы сегодня, это не секрет. Сегодня об этом мы много печатаем, показываем, документы показываем. Почему-то не ангажированных историков, исследователей того времени, писателей. Почему? Потому что если бы это было непосредственно, рассказывали только сами чеченцы,
Само собой, можно было бы сказать, что вот чеченцы сами придумали, как это любят очень говорить некоторые наши восточные и западные соседи, но, как говорится, сегодня мы знаем, что в этих местах, в основном об этих местах писали особенно представители интеллигенции, западной интеллигенции, которые в то время были в Российской империи, элитой, занимались наукой, военным делом, и они записали вот, и разописали о Чеченском проливе и Чеченском острове. Если бы остров якобы называли как корзинка, обозначает и так далее, как там написано в толковом словаре Даля, то зачем пролив нужно было называть чеченским? Само собой, и остров был, назывался Чечень, и пролив назывался чеченским. Ну, это, как говорится, история, это все в прошлом. Это нужно знать просто для того, чтобы и подрастающее поколение понимало, что территории были немножко иначе. Башлам, по Саше опубликуй почаще. По Саше опубликовывай. Что за... Не понял, вас молчу. Почаще опубликовывай. Что именно опубликовывать почаще в ушах? Если ты имеешь в виду про междуречие Терека и Сулака, буду, конечно, иншалла. Материалов достаточно, просто я хочу, чтобы ауховцы немножко проснулись, были более активными, сами они должны тоже заинтересованы в этом быть. Все понял, хорошо. Надо просыпаться, надо, чтобы и ауховцы, и остальные. Мы вот сейчас понемножку работаем над теми тейпами, которые проживают в Казахстане, там, в Европе и так далее. Там, пытаемся как-то их выставить, упорядочить. Это вот занимаемся более или менее такими вещами. Ну, мы постараемся, как говорится. Да, я понял, что будем делать, да. Если бы сейчас здесь люди бы не общались и не говорили бы на другие темы, наверное, возможно, все было бы иначе. Было бы все по-другому. Видите ли, здесь, когда ты говоришь про историю, какие-то важные вещи, нижние переговоры ты видишь совсем другие. Ну ничего, что поделаешь, у каждого свои интересы. Вот. Вот ты сейчас. Оставься здесь. Маша. Я думал, как ты женишься, ты станешь повзрослее, помудрее. Ничего не изменилось, брат. Помнишь, такая песня была? Каким ты был, таким ты остался, Боже. Вот эта песня как раз про тебя. Какой ты был, таким ты и остался. Сначала восстановление. Омар, прежде чем говорить о восстановлении, в головах людей должно измениться понимание ауха. Я не вижу изменения в головах людей. Есть те, которые некоторые ребята говорят, а остальные оставляют. Вы знаете, есть очень хорошая практика. И ее очень сильно используют, особенно наши западные соседи. Тактика называется «капля камень точит». Вот. Она эффективная, когда ты все время говоришь о ней, все время напоминаешь о ней. Она очень хорошо это, конечно же, имеет свое. Про Личакиз, это все одно и то же. Это все один народ.
Откуда вы назвали? Название, возможно, получили от разных источников, которые в то время более или менее соседствовали, и так их назвали. Но они назвали эти общества, как будто бы эти общества не являются частью одного народа. Вот тут некоторые люди очень странные, а у западных нету никаких шансов, им лучше капитулировать. Мухду, войнахе. رام خرسنگ دیک بود خنوخ شی دیک بو الحمدلله دیلا یتم جو دیک دوت خو خو نوخ شی قام خو اقای وارست خوای ملخی تیر وای شوت وای چابر وای شار وای خو دیک بود خو نوخش مخ خوای تو چو دیک بود да چو دیک بو انشالله قی دیک خی بو. Как ты смотришь на то, чтобы сделать рубрику про отдаты? Хорошая тема, на мой взгляд. Сегодня об этом как раз-таки написал брат Селим, кажется. Иншаллах, и она будет вот так. И сестра Луиза задонатила. Луиза, Аллах дал саил, донат дал дукьяхвел. Огромное спасибо. За последнее время фактически у нас и не было донатов. Цундера. Я понимаю, что аудитория не такая большая, разношерстная, и здесь не так много людей, но все равно огромная благодарность вам за поддержку. Да, Ласадуэл, да, Духьяхуэл. Мы его, да, завтра на экспедицию в Итумкалинский район используем. Луиз, да, Ласадуэл, да, Духьяхуэл, что я духую. Вот. Что касается аддатов, по аддатам, иншаллах, мы будем делать передачу обязательно. Эфир и про аддаты, и про все остальное. Да, я знаю, что вот очень сильно поднялась, почему-то мне начали писать про ту тему, которую закидывал я, запись Магера, который приехал из Иордании, который там разоблачил этого то ли палестинца, то ли араба, то ли непонятно что. Уважаемые мои братья и сестры, ничего нового в этом нет. Об этом мы рассказывали, очень много рассказывали. О том, что отправляются запросы, говорят, мы думаем, если араб, они думают, что мы клюнем. Раз араб, все, он должен быть шейх, он должен быть идеальный, он должен быть набожный, что он чуть ли не каждый день вокруг Каабы ходит, делает намаз, или там делает, там, не знаю, ездит из Медины в Мекку. Нет, не все. Каждый араб арабу рознь, как говорится. Я не против дела каждого человека, кто хочет, за кого хочет выйти, но никогда нельзя вестись на вот эту пропаганду, когда вам обещают, вот выйди, особенно ухтишки, ахтишки, там, не знаю, братишки всякие, которые вам обещают, вот, ну, не знаю, Зикхай 15. Если ты подписан именно на этот канал, Зикхай 15, я не знаю, Оша, надо посмотреть, если ты подпишись и на этот, и на второй канал подпишись, до тебя будет доходить уведомления. И я пытаюсь сейчас анонсировать. То есть на том канале я предупреждаю, заранее в сторис закидываю, когда будет эфир, чтобы пригласить людей побольше. Вот здесь мы чисто эфиры делаем на ваше усмотрение. Чем больше людей будет приходить, я только с радостью и приму, и встречу, и отвечу на вопросы. Вот. Бошлам, ты знаешь, что Иерусалим основали ингуши? Да, неправда. Я много чего знаю, но Иерусалим точно не основали ингуши. Оба подписаны. Не знаю, Зикхая. Может быть, что-то, но не знаю.
Я заранее предупреждаю. Я что хотел сказать. Пятница, суббота, воскресенье – это время наших эфиров. Обычно с 10 или 11 ночи и до того, сколько вам не надоест. Поэтому всегда рассчитывайте на 3 дня. Пятница, суббота, воскресенье. Если нету какой-то экстренной, как говорится, новости, мы в остальные дни не выходим. Месяц Рамадан просто-напросто многие хотели пообщаться, поговорить, потому что не ложились спать до утреннего намаза. Я проводил чаще эфиры. Поэтому я вас прошу, чтобы вы запомнили. Пятница, суббота, воскресенье. Вот эти 2 канала, которые есть у нас. С 10 часов и до 2-3 часов можете заходить. Почему именно в 10? Днем люди работают, вечером отдыхают семья. Ближе к 9-10 часам это время, когда все в интернете сидят, все читают, интересуются чем-то. Поэтому это время, как говорится, социальных сетей. Ты за что ненавидишь ингушей, Башлам? У меня не было никогда ненависти к ингушам. Где гость, Башлам? Антигон. То ли он здесь, то ли он не хочет заходить, не знаю. Я его пригласил, я, по крайней мере, пригласил. Уважаемые братья, давайте сейчас у нас заканчивается час. Я перезагружу, и вы зайдете, если вам, конечно, понравится. Брат Рамзан как раз задонатил, Рамзан дал саду. Я сейчас перезагружу. Кому интересно, заходите снова в эфир, и мы пообщаемся дальше. Здесь сейчас новый канал, поэтому, поскольку новый канал, заканчивается трафик, нужно перезагружать и снова запускать процесс. Поэтому давайте, не теряйтесь. И сейчас я перезагружу, заходите снова. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тема, как вы знаете, у нас бывает всегда разная. Сегодня я хотел пригласить, по крайней мере, я позвал человека, который якобы утверждал о том, что мы... Башлам, почему с тем аккаунтом совместно не сделаешь эфир, чтобы с этого аккаунта тоже узнали, что у тебя это тоже есть? Тоже неплохая идея. Сделаем, да, сделаем.
Благодарим сестру Луизу. Маршо, 10 раз ты отправил это сообщение. Вот, Луизе огромное спасибо. Не надо ее благодарить. Сам постарайся сделать такой же жест, будет хорошо. А так Ханкок, как говорится. Да нет, я перезагрузил, он из-за этого исчез номер. Если вы считаете, что нужно опять его добавить, я могу добавить, он проблеме. Ну, в основном все, кто здесь есть, и так знают, на какой номер нужно донатить. Поэтому проблеме. Если нужно, добавим. Если что не юш алхета. Если вам так проще, добавить в комментарии, присоединить его, не проблема. Не знаю, Муфо, честно сказать, согласился или нет. Тейп удицвала, тейп нашаляц. Ты понимаешь, когда мы начинаем говорить про наши тейпы, жим не получается. Тейп нашаляц дейц умадац в основе своей. Являются ли это чеченскими тейпами, представителями этого народа? Келчу анчунхайта. Дикдусвелем. Ну, раз так, сделаем сейчас от перестановки позиций. Супер делаешь. Сейчас мы добавим. Так, 42, 66, 42, 7, 6, 6. 42, 7, 6, 6, 3 нуля, 298, 604, 298, 604, 4, 8, 4, 8. Вот так. Все, добавил. Добавил. И с Азаматом, где вы все спрашивали тейпа, реакция Азамата была шокирующая, он был полным. Конечно, люди не понимают, как можно задавать о тейпах, как можно перечислять чеченские тейпы и спрашивать и говорить, а являются ли они чеченскими тейпами. Конечно, являются. Даже сам вопрос, поставленный таким, в таком формате, является неправильным. Что касается ценнох, есть вопрос. Ваша ценнох тейп. Ценнох тейп наш. Цен бюр тейп наш. Да, чаде, что нох тейп наш цен. Нохчи бу, кыбеш бу. Поэтому цены нету такого тейпа, который цен бу и баци. Если ты считаешь, что если какой-либо тейп принял кого-то, кто дал гарантию этому тейпу безопасности, работы, как это делали наши предки. Да, в небольших количествах, но делали.
от этого говорить о том, что это чистый тейп, грязный тейп, не имеет права никто, ибо это является оскорблением. Если эти люди принимали из людей этих тейпов, это не обозначает. Понимание приняли, почему-то кажется, у недоразвитых людей тейпы, вот, или они думают, они сразу их берут, ассимилируют и так далее и тому подобное. Этого не было никогда. Приняли, обозначают, защищают их, чтобы их не убили, не уничтожили, дают им работу, дают им жить, дом или земельный надел. Вот что это обозначает. Пошла Мехшба, той же ты, брат. Ты слышал, что ингуши они к нам приписывают? Да, я слышал, что Эшбату это тоже ингуши. Да, я слышал. Но там не только Эшбату, там и уже и Бенуэ ингуши, и многие-многие ингуши. Ну, по крайней мере, они приписывают. Там, конечно, говорить можно каждому все, что угодно. А так, как говорится, каждому свое. Там уже и Муквай, ингуши, и Тырвай, и все остальные. Вот. О близких соседях и говорить не стоит. Поэтому все, что они думают или говорят, это еще не обозначает, что оно есть. Да, продолжая в тематику тех людей, которые начинают говорить о том, что цены, не цены. Я прошу перечислить мне, как человеку, не знающему, возможно, что обозначает или что значит, назовите тейпы, которые являются ниценнохчи. Мне вот, я хочу понять, что за тейп, который ниценнохчи. Чертой будет не чертой, а чартой. Через А, чертой, а не чертой. Конечно, являются чистыми ногчи. SSHH, кто там? Антигон. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Так, спасибо, Баркал, всем, кто ставит лайки во время прямого эфира. Кому нравится эфир. Так далее, так далее. Ачлай. Кто-то показал чисто стол и сорвался. Стюарт, а я умайери хазтаки велерксу бодыгиш. Да, схват. Массана хен, вайн юка, о, шундук. Хош, нохчи, буй, бати. Нохчи, буй, бати. Есть какие-то села, которые адабитин аш на землях нохчи народа проживает. И гунки проживают, и ногой проживают. Это исконно ногчи земли. Они здесь проживают. Цени цацендац, они и кумыки, и нагайцы, и турки-месхетинцы, и терские казаки, это являются гражданами Чеченской Республики. Но они не являются ногчи. Вот, они живут в селах на территории Нохчичуя. Исконно чеченская земля. И тут ничего нового или чего-то подобного нету, как говорится. Иуда Чклурью Эллег Мичван. Руслан Ибн Салман. Это был Сайд Мухаммад. Он сказал, что мне привезут 12-го, сегодня уже 22-е. Удочки нет, Сайд Мухаммада нет, перевозки тоже нет. Наш Хвайц Эн Нохчибу не входит ни в какой тейп. Они Ялхвай. Ялхвай будет Нохчи. Ачлай Кучби Саха Маршва Ката Суэдон Маршва. Поэтому.
на карантине. Скоро будет, да все у меня в моей жизни все на карантине. Я не удивляюсь. Если бы вы знали, сколько всего люди обещали, сколько всего люди говорили, мест проект чирю, харды дуй, щаща хардычане, спонсировать дуй. Я уже всем, конечно, вещам не сильно верю. Не сильно мзасу. Хочу показать вам одно видео. Фото, да, я хочу поделиться с фото. Хотел показать одно видео вам. Жалко, не здесь я сохранил, что ли. Смотрите. Нравилось. Так. Сейчас, если получится, меча на тещи я хотел показать. Тайрай мой. Эльмова самуалня. Хотел показать. Хасун, звук, звук есть. Не пришел он. Если калса, Хезер, да, сохла. Не добавляется здесь звук. Если бы здесь можно было бы добавить звук. К сожалению, да. Астефир Апанасов. Около. Сам гайд гайд чуарса шуну. Yok la o kısa hölük kısa.
Одиче, обахче. Короче, знаю, нету звука, слышу. Звук не добавляется. Если меня нормально слышно, ну, что я говорю, цой хамца, цой хунцадо. Да, вала, хон хахайц волне. Да, вала, хахайц. И что, лари? Так, не выйдет по шлам. Отменяется, брат. Ну, ладно. Я так и понял, что вам Цивяня. Жалко, конечно. Так, what is this? Я такой, что-то такое шумца этим. Ничего сделать нельзя. С учетом того, что я удалил этот эфир, нет, ничего сделать нельзя, ты не успеешь сделать, как тебе уже сохранят. И добавят, конечно. Сейд Мамад, конечно же. Черто, эфири вали, حديثاته وبارك тудира эфире, حديثات. Хочу я чайниш хабор бацартис, может он зайдет, когда ты зайдешь. Черто, чума вельня. Дигду, вообще. Кхетон. Все нормально. Все под контролем. Амагов. Черто правду им сказал. Черто всегда правду говорит. А иначе как? Дерез хил адамский. Адуэл маниш хо булен хо далмели язел.
Конечно, конечно. Ruckig dazu kuna. حلقاتنا اشتاجين ولا لوش هاي كوفة هما كاتشة شون сада. Выходишь днем в эфир, недовольный. Выходишь ночью в эфир, тоже недовольный. Ничто в этом мире не вечно, да, не даем. ناخن شيء صدق لا بايع. Да, странное, конечно, поведение, когда вроде бы и шутят, а говорят такие вещи. Бьют нас, значит, любят, ругают, значит, ценят. Диан Бош. Давай. Рачали. Будем улыбаться по утрам и вечерам, Бош. Айкечем Бога. Готовишь все, делаешь все, что можешь, и все, что не можешь тоже. Пошла за границу. Специалист 350. Уса за границу. Ой, я иншалла за границу. Все жара. Вот уже. Совай цау. Алау. Все жара ашу. Последнее лето. 17. Закончил университет. Вот. Сначала закончил, конечно, школу, потом училище, потом университет, потом Академию госслужбы. И вот так вот по жизни, как говорится, понемножку, а Волга Шавопа. Тема какая? Тема та, о которой мы говорим. Оля, это гютен. Я очень надеялся, что этот человек придет в эфир. Из-за этого я мог, конечно, сделать пару, как говорится, написать постов. Депутаты будут баллотироваться. Если вы не против, буду баллотироваться в депутаты. Заявку подам. Получится, не получится, мы не знаем. Все в руках Всевышнего Аллаха. Ой, заявку подать или понял. Ой, я думаю, в принципе, с этим проблем нету. Не против. Поддержку от вас, голосование от вас. Я аж голосовать. Правда, если будет столько же людей, сколько в прямом эфире, я точно проиграю, наверное. Не, да, мадамский, спикером я быть не хочу. Спикером быть нам никто не позволит. Но хотя бы мы, люди простые, что подать, попробовать депутатам, депутатам от Ингушетии не, это маловероятно. Я думаю, что в Ингушетии своих
там депутатов. Какая программа депутатская? Программа развития гражданского общества, развития НКО, некоммерческих общественных организаций, патриотическое воспитание, любовь к своей родине, к истории. Что еще тебя интересует? Это вот то, чем я живу, чем нужно воспитывать поколение, чтобы мы не получили людей, которые завтра вырастут клоакой ненужных, женоподобных космополитов, которые будут готовы отдать нашу родину за 50 копеек. Или они будут говорить: «Уэйн хума кочеряц, щиме тербе, далуайш и церн». Вот таких людей мы воспитаем. И я против того, чтобы воспитывали таких детей, чтобы даже были такие люди, такие дети. Лучше уж пускай вообще их не будет, чем будут такие люди. Я не против образования, я не против того, чтобы молодые люди учились за границей. Я не сильно скажу, что я традиционалист, но я категорически против, чтобы выдавали наших женщин за арабов и за каких-либо других представителей иноязычных национальностей или рас. Вот. Категорически против. Не то, что как бы арабов, но и остальных. Я считаю, что дело, конечно, в любви. Вы скажете, многие заявят сейчас сам. Главное, чтобы любовь, морковь. Но я считаю, что каждый должен выбирать себе пару из своего народа, дабы соблюдать свои культурные традиции, свою историю, чтобы любить, уважать, ценить своих предков, защищать свою родину, защищать свой язык. Вот. Я вот за это, в первую очередь. Потом, вторая задача – это единство моего народа, категорически не допустить внутренний сепаратизм, подавлять его в самом жестоком виде, чтобы мы, как монолитное единое целое, наш народ был единым, неделимым, чтобы и так далее и тому подобное. Это целая, конечно, мысля, которая, если я заведусь, я боюсь, что я не остановлюсь, поэтому не буду продолжать. Боюсь, что это очень далеко зайдет. А так, я считаю, что необходимо национальные институты возрождать в каждом регионе, чтобы объясняли подрастающему поколению, что мы не должны дробиться, чтобы мы не должны делиться. В первую очередь мы должны оставаться мусульманами, в вторую очередь соблюдать свои адаты, традиции. Деба, деша, даха. Не забывайте это. Вот самое главное программа, формула счастья для нашего народа, так сказать. Это не только от нас зависит, это касается каждого. Снова же, я не говорю какие-то случаи там индивидуальные, которые могут быть там таким образом, там где-то что-то, кого-то повстречал, кого-то там познакомился. Нет, в жизни всякое бывает. Но я снова же говорю и снова же повторяюсь. Я считаю необходимым в первую очередь соблюдать мир, стабильность, спокойствие своего региона. Не допускать. Кавказ это очень такой многогранный, многокомнатный большой дом. Очень много разных национальностей. Нельзя ни в коем случае переходить, разжигать какие-либо конфликты. Снова же. Но я категорически против того, чтобы пользовались добротой, справедливостью своего народа. То есть, поясню вам. Я против того, чтобы выдумывали факты, которых не было.
Это в первую очередь. Я против того. Выдумывая факты, чтобы посягали на жизнь, на собственность своих соседей. Это недопустимо на Кавказе. Кавказ – общий дом. Здесь мы живем. Нам не нужно, чтобы наших, там, я не знаю, наши маленькие народы расходились по всему миру за какие-то монголоидные, негроидные, непонятные расы замуж. Деба – это размножение, Зара. Деба – это плодовитость, чтобы были большие семьи. Деба – размножайтесь, живите. Деша – учитесь, занимайтесь наукой. Даха – дахар – это жизнь. Живите, процветайте, существуйте, не воюйте. Вот это 3D. Вот что это обозначает. Вот. Поэтому, если соблюдать каждое, уважать каждую национальность, все это в совокупности может только укрепить на самом деле все, что есть. Да, я понимаю, что на Кавказе заложен механизм, еще те кавказские войны, чтобы между собой были вечно недоверие, презрение. Есть такие, это территориальные претензии к друг другу, но их нужно решать решать таким образом, чтобы учитывать мнение всех. Ассалам башлам, ассалам алейкум. Узнал недавно, что нашим панкийским братьям очень тяжело дают грузинское гражданство, только примерно 30% у нас гражданство. Короче говоря, власти не дают. Маша, я знаю об этом, я слышал об этом, но государство, которое говорит, что оно стремится, там, является членом НАТО, считает себя одним из демократических государств, я думаю, этот вопрос они решат. И обсуждение данной тематики, я боюсь, что может только усугубить их отношения. Да, а дехник хельдо, мы надеемся, сердце уша жим сан хаурю алхечту. Но вы тоже поймите, даже те, кто уезжает в Германию, Францию, Польшу, в этих местах тоже не все так просто. А у них общие законы, у них в основном общие какие-то права, международные права соблюдаются. Поэтому лазить в чужие дела, в чужой дом, когда у нас своих проблем очень много, не стать. Воинцаха между Матаев Воинца тига бочанов о иривое яц. Абдул-Межид, ничего не надо ни у кого забирать. Панкиси с нами не граничит. Она и так принадлежит тем кистинцам, которые там проживают. Цаюи, что мушмадиц, но аломае, аудал хил мегардац, кочуах керсту, кочуах мужги, бу кочуах сюли, бу кочуах муатпеч, унахл терло. Аш дел хадел, хитаама оле, ойлацея, шдикник олмаш, таам ол, قانش ويجري النوم وياها ويتسان غنى وستوцеда ويتسان زيادة بيقوم. Поэтому надо быть умнее. Амин, Матаев, амин. Да, вадикник хедон, иншалла, уша самогатия. Жим, дино, данислов домой. ويتسان غنى وستوцеда بيشتك ويمялду цан цаум хедацум. Башлам, почему ты не признаешь Бузуртанова самым древним историком в этом мире? Ты знаешь, самое древнее в этом мире, наверное, мамонты. Я не хочу никого оскорблять, но думаю, ты понял, о чем я хочу сказать. Да пускай он будет хоть мамонтом, пускай будет хоть там, я не знаю, копытом от мамонта. Я не против, пускай будет. Время от времени я закидываю его, потому что, когда он выдает новый перл, чтобы ребята посмотрели, послушали, потому что есть огромное количество людей, которые верят ему, есть огромное количество людей, которые поддерживают его, называют его
шейхом даже есть люди. Поэтому, ну что поделаешь. Если есть люди, которые верят ему, то удивляться нечему о создании, рассказах таких небылиц и историях, которых вообще не существовало. И я не против, если они рассказывают свою историю. Снова же, мы не противники того, что он есть. Пускай он будет, живет 200 лет и процветает Ингушетии. Только пускай он не трогает наш народ и нашу историю. Остальное он, обсуждая атлас России, который написан даже не нами, российский атлас, там увидел что-то про чеченцев, начал оскорблять, говорить, что у нас плохие бурки и так далее и тому подобное. Ну, видать, пока он жил в Грозном, здесь ему накостыляли, давали пендалей. Наверное, из-за этого у него и пошла шиза. И дата, я не знаю, за что у него такая ненависть. Или он тем самым хайпует и пытается заработать на этом. Если он будет что-то плохое говорить про нас, возможно, хорошо пойдут донаты, возможно, будут хорошо помогать. Валлахи, биллахи, талахи, я бы никогда в жизни бы не делал бы, не пытался, хоть не каждый день бы платили бы там, я не знаю, по 100 тысяч рублей за то, чтобы... Главное, чтобы я плохо говорил об ингушах, а мне будут платить деньги. Я бы никогда в жизни этого не сделал. Ну что поделаешь, человек старый, больной, ну, наверное, у него такой фетиш, я не знаю. У меня дела нету, просто вы задаете, я вам отвечаю на вопрос. Проблема того общества, кого они слушают, кого они призывают. Если наше общество будет слушать всегда людей, которые призывают к войне, призывает к воинственности и так далее и тому подобное, не удивляйтесь, что завтра эти люди пойдут на войну или устроят какой-нибудь переворот. Какой учитель, такой народ, ученики. Социальные сети сегодня даны для развития, не для того, чтобы призывать к войне, к миру, терроризму и так далее и тому подобное. Говоришь ты хорошо, не нравится. Говоришь ты плохо, тоже не нравится. Вот, понимаете? Произошла ситуация буквально вот сейчас с этими отцом. Я читаю в пабликах, я прочитал в пабликах, решил, я вообще хотел не говорить об этом, но для меня вот интересно, начинает говорить, вот он напугал там, ну, глава нашей республики напугал там 15-летнего. Насколько нужно быть дебилом или имбецилом людям, которые пишут или говорят о том, что там запугал 15-летнего и так далее. Я сижу в эфире, заходит какой-то неизвестный чел, чекиндез, и начинает там оскорблять, матом говорить, называть чертом и так далее и тому подобное. Конечно, я скажу, я тебя найду и посмотрим. Я же не знаю, это не прямой эфир, я не вижу его лица, я не знаю, сколько его лет. Но человек оскорбил. Если мы сегодня будем позволять любому человеку оскорблять, я снова же не защищаю никого. Просто я хочу показать, какое больное у нас общество. Больное общество. Почему? Потому что не разбираясь ни в том или в другом, мы начинаем сразу же этого человека, как говорится, хаять, маять. Не ищем для него отмазки, не даем ему никакой возможности для того, чтобы он от себя очистил. Но в нашей ситуации с Русланом, допустим, я имею в виду Бузуртаном, ему звонили десятки чеченцев и говорили: Руслан, занимайся своим делом, занимайся, говори о своей истории, делай свои передачи, оставь Нохчи, не трогай, отбить Нохчи. Нет, он говорит, да, 2-3 дня, видать, там, не знаю, что у него, может, шиза реально косит. Он через 2-3 дня начинает там, или там через неделю начинает опять же задевать. Зачем искать в атласе России какие-то косяки? Нет, искать статьи про чеченцев, а потом говорить, что это на самом деле не так, и вот пытаться оскорбить черкесские или бурки, которые делали чеченцы. Это насколько нужно быть настолько маразматиком, чтобы уже ты не знаешь, к чему прикапываться, а прикапываешься к бурке, которые одевают сверху, говорят, что чеченцы делали худшие там бурки, чем там остальные, либо другие. Тебе какое дело? Ты же говоришь, ты отдельный народ. Но если ты делал бурку, покажи свою супер бурку и пиши о ней историю.
Я вот этого не пойму. Я не пойму людей, которые обвиняют сегодня, после того, как их разоблачаешь, говоришь, ажал акка цен нохчи бушун, ош мелхи цен нохчи бушун, остве цен нохчи бушун, аухуа нохчи бушун, кистуа нохчи бушун. Ты их начинаешь разоблачать и говорить, я тхейниш, у меня оббитишь, когда ты им начинаешь говорить, меня начинают упрекать в том, что мой там прапрадед говорил так, там он нацик и так далее. Там. Нет, нет в моих словах национализма. В моих словах стремление только к тому, чтобы мы были единым народом. Понимаете? Это самое важное. И я говорю, если кто-то с этим не согласен, о единстве моего народа, о чем-либо другом, алейкум салам, зайди и отправь ко мне запрос. Поговори со мной, показывай свое личико. Не надо, как Гюльчатай, прятаться и там за спиной что-то говорить. Зайди и скажи, вот так-то, так-то, ешь нахчибу, ешь нахчибац, маслабаса. Я же не скрываю, я говорю, мое имя Башлам, моя фамилия Чимаев, я житель там, Нохчичу, гражданин Нохчичу, все. Я живу в Грозном, все, жала. Я такой же простой чел. Я почти все, что у меня есть в квартире, вам показал. Мне, я не богатей, я сам, что не есть, простой средний класс. Но меня не устраивает то, что оскорбляет мой народ, то, что пытается нас разделить. Почему восточные ауховцы, нохчи, я их должен называть там сюли, потому что так хотят, там, как грубо говоря, хотят там какие-то сюли, которые должны жить за Уайхей, или меня должны волновать какие-то там, я не знаю, те западные соседи, которые оскорбляют и называют часть моего народа, общества называют разными. Сколько можно терпеть? Я призывал, я говорю, если вы считаете себя правыми, докажите это мне. Кто я такой? Я такой же житель, своей республики, а вы жители той республики. Докажите мне. Докажите мне, что в 2009 году, что вы земли не украли. Что преступно не во время войны чеченцев. Если вы на то пошло, говорите, что я украл землю. Докажите мне, что эти земли в последние 150-200 лет не были нашими. Докажите, что в ауховских домах вы не живете. Докажите мне, что в Панкисе живут не нохчи кистинцы, а там кем-то другие. Докажите мне, что они не проживают последние 200 лет там. И я говорил, общался с представителями Хункар Махка Турции, Урду Махка Иордании, Сирии. Почти со всеми общался. Но когда даже я общался, я не пытался кого-то оскорбить, я всего лишь задавал вопросы, потому что я там не живу. Как вы там себя зовете, как вы там поживаете, что вы там делаете. Понимаете? Вот для чего я это делаю. Но я не вижу обратной стороны. Я не вижу тех людей, которые там могут обвинять, оскорблять, там, что я там как где-то чуть-чуть мог ошибиться. Или фотографию. Да, я говорю, что более древние названия, чем Нахчи, нету. Самоназвание. Именно слово самоназвание, как мы себя сами называли. Меня не волнуется. Меня не волнует то, что как нас называли другие. Меня волнует так, как нас называли наши предки. Мои предки, ваши предки. У нас одни отцы. И если они 1000 лет называли себя Нахчи, значит мы есть Нахчи. Понимаете? Не любят название Нахчи, не любят название, мало того, не любят сколько нас. Не любят, что мы возрождаемся, не любят, что мы становимся единым целым, не любят многие вещи. Да пошли они к чертовой матери, если они не любят. 20 лет, пока шла и лилась наша кровь, и мы выживали, они пили, собирали все сливки. Потому что все, кто приезжал с Красного Креста, все они дислоцировались по соседним регионам. Боялись в самой Чечне быть, потому что здесь война.
Им выдавались места, они получали квоты, они получали рабочие места. Они выезжали за счет этого в Европу, селились под именами и чеченцев и так далее и тому подобное. Сегодня европейские ногчи доказывают, это наша часть, это Европе ногчи, это не отдельная нация, это наша. Это наш народ, который под угнетением, бомбежками, чтобы не жить, уехали отсюда. Кто-то уехал лечиться, кто-то уехал экономически, просто-напросто не выдержал, чтобы там попытаться как-то улучшить свои жизненное, как говорится, состояние. И мы от них не отказываемся, от достойных представителей своего народа. Я не про тех, кто там уехал, пытается оскорбить, обязательно, потому что рано или поздно они вернутся. А Була Хармет тика целар дяштеш ходу. И цига бешт хайниш бул, куза бешт хайниш бул. Я категорически против оскорблений. Но я не люблю вот этих мягких космополитов, которые задачно со всеми пытаются заиграть. Этян маала и дик мау, хакунь маала и дик мау. Вот. Дик валари, нохчи чуат, вам хербацер. Дик лул хуахальч, ци айнардацер. А многие вот так, способствуя, сделали все, что могли сделать, чтобы выжить все из этого. Некоторые даже земли, которые были даны пастбища в аренду, попытались к себе присобачить и утащить. Юхада. Ногчи стали теперь наглыми гривожи. И букваш бюч был дик лулхой. Вот о них я говорю. Нельзя. Ногчи. Не для этого наши предки здесь жили 1000 лет, чтобы там взять и отдавать. Европа, Америка, Малайзия, вся земная планета не стоит и половина того, что наша Родина нам дала. Она родила, породила ваших отцов, моих, наших отцов. Эти горы, эти земля, все, что у нас есть, кроме Всевышнего Аллаха. Чужого мы не завоевали. Мы не степняки, не кочевники. Мы всю жизнь жили на этой земле. Она нас кормила, она нас растила. Вот такие принципы должны быть. И кто бы здесь ни проживал, каждый у себя должен это знать. Знать правила, по которым живет ногчи. Я говорю, что я противник. Мне не нравится слово ногчи, чеченцы. Мне не нравятся там мечекизовцы, кистинцы, дзурзуки. Мне нравится, как себя называли наши предки. Они называли нахчи. Это достаточно. Поймите вы. Я говорю о народе. Тут речь не идет о тейпах. Мне каждый чисто исконный ногчи тейп, он мне брат. Остальные мне не важно. Шамичина даван валаша ногчи выход из. Я еще раз говорю вам, что у нас есть в обществе проблемы, мы знаем, что есть наркомания, алкоголизм. Эти пагубные факторы есть в нашем народе. Но моя цель не рассказывать о больных, а это больные люди, о маразматиках, шизофрениках, далмошам, бэтсан. Цель моя, чтобы мы все были как одним единым целым. Изучая историю кавказских войн, вот именно кавказские даже войны, я увидел только одно, что больше всего мы потеряли только из-за того, что не были одним единым целым. Нас дробили, нас делили, нас уничтожали. И в этом вина нашего народа. Мы не могли прийти к одному единому целому, принять четкое решение. Война или мир. Никогда не было этого. Сегодня времена изменились. Сегодня халва лячвик сюли ватсван, жюкти ватсван, мюжги ватсван. Без разницы, кто бы это ни был. Мы должны понять, о нашем народе мы сами должны заботиться.
Мы же сами говорим, халва, что там дома цадиня, да яка и сюливу, то тюнбал бас ногчи помс, и жюктеву, и за ногчи цабиез, цуна, ер эрмлово, цуна ногчи цабиез. Ну цабиез, кыльч, войниш, не безе войн бахас. Давайте воспитывать своих, давайте поднимать своих. Но уже и этого не хотите. Войн ла мацаляи, войн дейца мацаляи, войн хасту мацаляи. Хатайпан вала, хасимиар вала, так хал ой бой. Яцу кисна ахштара хал ой бой, масла бахасам. Это не только нас касается. Это вот страны, которые, к сожалению, недалеко идут, так делают все. А достойные страны, развитые страны, которые были и будут развитыми, они должны быть каким образом развиты? Людям познанием, посмотреть, любит родину, за что болеет, за что переживает. Дайте одну возможность, вторую возможность. Не убивайте его любовь к родине, стремление к чему-то хорошему. Может быть, этот человек сделает намного больше. Не знаю, на 6 индуш, на 6, кого там нашли. В Латинской Америке еще не приходилось быть. Ищу ситуацию, ёпшину, жри. Я не знаю, я понимаю, что здесь аудитория не такая большая у меня сейчас. Надеюсь, что там мы в прямом эфире и в Ютубе. Поймите, дукаду хумш ахалагати махюш бош махцебетер цоуштачу цадоиштачу ванишади хуштушу. Но хотя бы вот на этом самом низу, называемое гражданское общество, гражданская платформа, хоккузя, хотя бы воспитывать в себе, воспитывать любовь к родине не за деньги, а потому что так правильно. Ахчвачем дукум далухасу, далеришум масально дадал. Но мы должны это понимать. Если мы пытаемся без труда и живя родовым обществом, мы всю жизнь будем уезжать в Европу, в Америку, дабы там получить заслуженные деньги или работу. Не изменив систему здесь, мы не можем изменить общую картину. А с чуваху и швадская липса я-то приглашаю. Чечениш, сколько там в эфире есть, там хотя бы чуть-чуть люди. Ютуберы наши, ютуберы, братья с Ютуба, сестры с Ютуба. Огромное спасибо, кто смотрит через Ютуб. Огромное спасибо моему брату Чеченишу. Сауш Ибраим из Германии. Он очень сильно поддерживает хотя бы тем, что регулярно показывает через трансляцию, через YouTube. И то это дело. Я понимаю, что у нас не у всех есть возможности как-то помогать, донатить. Поэтому дали слуду чечениш, ибрашка, дали слуду жим-жим. Поэтому на этом я, наверное, сегодня завершу эфир. Я хотел вытянуть этого чувака, который говорил, что мы не воевали и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, сегодня он немножко затрусил. Завтра, иншаллах, если получится, я выйду в горы. Надеюсь, что сделаю записи хорошие для вас. Если получится, да, ждите, возможно, завтра будет интересное, как вы видео, Санисла. Шумасальна Дересхил. Двум братьям и одной сестре, которые сегодня задонатили, особая отдельная благодарность, потому что реально в последнее время очень положение не самое лучшее. Не каждая копейка у нас на счету. Дал си дуэль, Аллах дал са дуэль, дал дуках дуэль. Будем понемножку пытаться что-то сделать. Бюстей калеовил. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пишите директ, если что-то хотите спросить.
что-то интересное, нужное. Всегда уж так воды и душу. Калипсо, я не буду там, потому что, во-первых, у меня очень ограниченные финансовые возможности, и, во-вторых, что я могу там нового увидеть, полезного показать, которые мои братья живут в Европе. Ничего. А если я поеду в горы, покажу, что у нас наши предки, хоть что-то смогу показать, красоты наших гор, я думаю, что они будут больше рады и больше благодарны. Я не против шашлык-машлык, сразу добавлю, просто горы чещие, горы баран ликвойз, а я человек такого принципа. Ксей эту баци, النواو الناخج حيجح ويشليل روش تجواس سيأتو خلاح صورو تسخلا سيتعيرو يسيغوق ديدو я, по крайней мере, دوشتك ديدو مثلا داير يسخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عديكوال بيستيق اليوم Ногчи зучо, борзих канчо босавина. Свекали мошья махарца виджанджира гаттина. Нана силли нахабилла илли ала векалвина. Ногчи махках, берах дина дозулдина. Nana silli nakhabilla illi ala vekalvina Nokchi mahkak berah dina dozaldina Nokchi uso lerman tolna temekurla khilagina Kop khiterna tolna khuyrush sayday mehka siladina Hayheshana merzi khacha dega yawho tsakhwaina Vastakh cholna biqam bososh sa'azulam zadidana Hayheshana merzi khacha dega yawho tsakhwaina Vastakh cholna biqam bososh sa'azulam zadidana Nokchi uso mashir qiysul daymih kasa tobudina Sunna ya mart wasal ghettir qatakhiyatj saykhirvina Sayde da qata kurdosus tadisita yok yakina Azab hugu laykhilachul littavalar ezhillah Sayde da qata kurdosus tadisita yok yakina Azab hugu laykhilachul littavalar ezhillah Nokchi uso qudinina salatta cho irse qochosh Barta biezam yah atiyasham bitsa bina vakhir dochosh Nokchi uso tanna qoma Olaq chunsa gamo yososh Mahkakh valla halqa khadda deqil khila amal dochosh Nokchi uso tanna qoma Olaq chunsa gamo yososh Mahkakh valla